Над монографиями ученые БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы трудились год, а кто-то несколько лет. Однако сами исследования книжного дела в БГПУ ведутся уже не один десяток лет. Коллективный подход позволил объединить наработки из разных сфер знания – истории, биологии, географии, химии, филологии, педагогики, физической культуре. Эта монография является коллективным трудом. Она подготовлена в рамках специализированного проекта по разработке городской целевой программы на 2012-2016 годы для города Уфы. И результаты этой работы, обобщенные в виде именно такой монографии, должны быть настольной книгой не только для студентов-экологов Башгоспедуниверситета, но также для всех обучающихся в нашем городе. В монографии рассматриваются актуальные проблемы одной из направлений современной лингвистики – лингвокультурологии. В частности, культурные концепты в башкирской языковой картине мира, выявленные на материале башкирской прозы, поэзии, естественного фольклора. И также характеризуются базовые понятия лингвокультурологии: язык, культура, ментальность, языковая картина мира, языковая личность, концепт, культурный концепт и другие термины. Монография адресована широкому кругу читателей, прежде всего лингвистам, культурологам, аспирантам, студентам, интересующимся проблемами лингвокультурологии и когнитивной лингвистики. В монографии мы даем материал, который касается морфологической оценки башкирской популяции медоносной пчелы. Также даем материал по разнообразию морфотипов и морфологических изменений или мутаций, которые происходят на сегодняшний день, то есть на некоторых пасеках. Монография наша будет интересна для пчеловодов, энтомологов, для студентов биологических, сельскохозяйственных и ветеринарных направлений. Эта монография написана по заявкам учителей, практиков. И действительно, теория воспитательных систем – востребованная проблема, область педагогической науки и практики. Главный целевой ориентир монографии «Теория воспитательных систем» – показать модель, один из вариантов модели функционального развития ребенка. Эта монография интересна и студентам педагогических вузов, для всех тех, кто заинтересован в позитивном индивидуальном развитии ребенка. К актуальным проблемам физиологии и психофизиологии относится усовершенствование критериев оценки и прогнозирования предпатологических состояний при воздействии факторов производственной, социальной и природной среды. И вот коллектив авторов пытался просмотреть использование электрофизиологического показателя головного мозга в качестве экспресс-оценки. Нам удалось доказать возможность использования омега-потенциала головного мозга как экспресс-оценки функционального состояния центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и системы крови. Монография средневековых кочевников на границе Европы и Азии – это определенный итог моей 35-летней работы, исследовательской работы вот в этом направлении, в изучении археологии и истории средневековых кочевников. Мы обобщили весь имеющийся на сегодняшний день археологический материал по средневековым кочевникам Урало-Поволжского региона. Мы его обработали современной методикой с применением компьютерных технологий. Вот. И дали историческую интерпретацию, исторический анализ археологического материала. Остро стоит вопрос о записи и хранении информации, и в настоящее время основная надежда технологов и исследователей на управление спиновыми состояниями, то есть фактически магнитными состояниями электронов. Вот такие исследования ведутся на кафедре прикладной физики и нанотехнологий БГПУ. Исследования физических процессов в материалах спектроники, которые проходят у нас на кафедре, они, безусловно, имеют
глобальное значение. Монография называется «Социокультурное воспроизводство. Методология и опыт исследования». Посвящена она современным проблемам реформирования образования. И связана с тем, что в значительной степени сегодня все реформы зашли в своего рода тупиковое состояние. Вот для того, чтобы из этого состояния реформы вывести, было необходимо исследовать в принципе положение образования в системе всего социокультурного воспроизводства. Монография будет чрезвычайно полезна педагогам, полезна руководителям образовательных систем. Авторы монографии планируют продолжать свои исследования. В архивах, в том числе в библиотеке БГПУ, еще немало неизученных материалов.